Сегодня у нас в гостях Александр Герасименко, уроженец села Дочь и автор сборника стихов «Росная тишь». Я вот хочу, Александр, немножечко, чтобы гости узнали, чтобы я немножечко узнала о вас тоже. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к стихам, да? Когда душа потребовала вот, написания, потому что по профессии вы электросварщик, да? Газоэлектросварщик. Вот как это все вместе уживается? Расскажите, пожалуйста, немножко. Добрый день. На самом деле это не я пришел к стихам, это они ко мне пришли, наверное, потому что, не знаю, вот просто начал писать и все. Ну, так бывает, наверное, у многих поэтов, я думаю. Специально для этого ничего не делается, просто пишется. Вот. Родился я в селе Дочь Кировского района. Ну, там никогда не жил, правда, но там моя родина малая. Вот сейчас я прочитаю стихотворение о моей деревне. Пообносился, и ты обветшала, душами только богаты. Родина милая, родина малая, но для меня велика ты. Тихие улочки, избы неровные, печи, ухваты, палати, бор и болото, места рыболовные, тучки в лазурном ушате. Люди радушные, трудолюбивые, прялки, подойники, вилы, борщевиком заросли и крапивы, тропки, что все-таки мило. Счастлив, иду я луга духовитые, к озеру, к вычегде, зная. Дочь, нежность матери, сердце открытое. Доброе утро, родная. Вот. Есть вот такое стихотворение у меня, но оно как бы тоже, наверное, о родине. Немного любви. Или даже много любви, не знаю точно. Какая в ночь поспела тишина. Не слышно ветра копошения в кронах. Над козырьком крыльца висит луна. Лишь руку протяни, и можно тронуть. У ног моих лежит свернувшийся пес. В пруду поодаль дальних звезд мерцание, а слева очертания берез, а справа баньки новой очертания. Напротив в доме не погашен свет, и не помеха в окнах занавески. Улавливаю милый силуэт. В нее влюблен я с детства, не по-детски. Жаль только, что взаимность не дана. Не деловит, я прост и старомоден. Грущу. Над крыльцом висит луна, и пугало бормочет в огороде. Вот. Сами человек таежный, люблю рыбалку, люблю ходить в лес за грибами, за ягодами. У меня много стихов об этом. Сейчас я не найду. Тут мне ничего не сейчас, а другое. Я, пока Александр ищет, немножечко расскажу, как мы познакомились на одном из литературных вечеров также. И однажды вот мы попали вместе съездить в Трехозерку, село Трехозерка, и меня удивило то, что, оказывается, мама Александра Коми. И мы с ней вот на Коме общались, и сейчас я перед мероприятием спросила, знает ли Александр немножечко Коми, немножко, говорит, понимаю. Конечно, цель у него есть выучить, хотя бы на разговорном уровне, но вот меня вот очень обрадовало то, что вот получается корни Коми, да, и даже в разговоре, получается, с литераторами нашими, в Союзе писателей как-то мы общались также с Еленой Васильевной Козловой, там Андрей Кириллович Попов был, Елена Евгеньевна Афанасьевна, и они сказали то, что видно, что в стихах у Александра чувствуется вот эта близость к земле, близость к корням, то есть не какие-то там воздушные стихи, не знаю, ну вот современные стихи, да, они тоже хорошие, но вот именно вот чувствуется, что вот Александр к народу, к корням очень сильно приближен, и вот это называют они большим достоинством. По вертлявой глиняной тропе, сквозь туман, плывущий в клеверах, раньше солнца к берегам успел, чтоб просить живого серебра. Много мне не надо, поплавок,
пусть ныряет в омут иногда, пусть трещит задорный костерок, не морщинит ветер гладь пруда. Насладившись тишиной лугов, я вернусь, чтоб оживить перо. Пусть и невелик совсем улов, но упало в душу серебро. Не колышутся ветки ольховые, не шевелятся лапы еловые, спит тайга. Костяника росой умывается, под туманом покоятся старицы берега. По тропе мимо рощи осиновой, через луг, что в тонах апельсиновых, с верным псом держим путь мы до щучьего логова, где в крутой берег бьет из пологова ил с песком. Там бывают лещи и подлещики, иногда там и язь знатный плещется, и елец. И туда, мимо рощи осиновой, провожает меня с неба синего мой отец. Июньской ночью белой, приветлив, нежен, мил, сирени осовелой туман цветы дарил. Мне не спалось, я слушал и слушал краснотал, как изливал он душу, как о любви шептал. И вспомнилось былое, река, в руке рука, неспешно плыли двое в упавших облаках, пьянея на рассвете от благовония трав, резвились словно дети среди плачущих купав. Бежали по полянам, и слепы, и глухи, вернуться бы туманом, сирени петь стихи. Александр, вот тут я смотрю в чате, просят прочитать что-то для детей, потому что у нас еще дети подключились. Так что отлично, наши юные читатели. Вот, у меня есть такое стихотворение, которое мне самому нравится. Не знаю, как кому будет. Уже не пружинки, у Стаса мелок, а Костя рисует красиво. У Паши наклейки, у Светы цветок, у Влада есть волос из гривы. Не хвастался Толик старинным рублем, Денис с самодельной рогаткой, фонариком Леша, с ним ночью как днем, а Коля цветной закладкой. А мне подарили вчера самокат, блестящий, как мамина брошка. На нем прокатиться любой был бы рад. Катайтесь, друзья, понемножку. Зато есть в кармане теперь у меня рогатка, пружинки, закладка и волос предлинный из гривы коня, мелок и рисунок в тетрадке, а также фонарик, цветок голубой, наклейки и рублик в придачу. Мой папа сказал, покачав головой, растет коммерсант, не иначе. И стало мне стыдно. Я завтра отдам все ценности эти ребятам. И будем бежать мы опять по дворам и пыль поднимать самокатом. Вот. Есть такое, ну вот недавно написал, буквально. Ой, какой ты плакса. Глянь, весь пол промок. Будет скоро в кляксах у тебя щенок. Помнишь на картине, а теперь живой, шустрый далматинец будет жить с тобой. Будет звонко лаять на весь дом, прыгать лягушонком и кружить волчком. Нет, ты хуже плаксы, слезы прочь гони. А что такое клякса? Зачем они? Это уже ребенок спрашивает. Я мешал в стакане ложкой, чтобы слаще был мой чай. Брат играл на кухне с кошкой и сказал мне невзначай: не туда вращаешь ложкой, ты крути наоборот. Станет слаще чай немножко, будет вкусный, как компот. Я попробовал. Не сладко. Что же делать? Где ответ? Тут пришла ко мне разгадка. Сахара в стакане нет. Разгадка хорошая. И вот еще они же спрашивают, Нижняя Одесская детская библиотека, расскажите, пожалуйста, как появляются в голове рифмованные предложения? Вообще, как стихи появляются у вас? Как-то все целиком это все или надо вот долго работать? Ну, конечно, работать-то надо, потому что одно дело, когда они приходят, но все равно есть какие-то нормы в стихах. Ну, если они, конечно, не белые стихи, там, не белый стих, не верлибры, поэтому все равно работать приходится. Но в основном уже сразу нормально все получается. Сразу целое стихотворение как бы, да? Нет, ну не целое, может быть, но что-то приходит, какие-то мысли, а потом уже дорабатываешь. Да. Ага, отлично. Еще, я думаю, еще для детей мы почитаем. Улыбнулся Ваня маме, пряча кисточку в кармане. Кот был серый, словно мышка, а сейчас красивый, глядишь-ка. Похвалила мама Ваню. Ты художник, ты дизайнер.
Не видала никогда я Котофея, попугая. Вот такие короткие, это из азбуки. Азбука для детей я написал на каждую букву, что я слышу. А где-то Но опубликовано? это еще не опубликовано, но вроде хотели. Вот несколько штук я взял, нашел. Зебру лепит наша Зина из цветного пластилина. Зебра выглядит прекрасно, в синюю полоску с красной. Это на букву З, на букву Ф. Фантазер, смеется мама. Я раскрасила в доме раму. Папа почему-то злой. Тряпку дал, теперь помой. Ящерицу на неделе мы с Ильей поймать хотели. Юркнула она под мост. Нам остался только хвост. Рая плачет у сарая. Почему же я вторая? Первой же хотела я взять ладошку муравья. Вот такие строчки. Вот есть еще одна. У меня есть супердед. Он вчера под вечер подарил велосипед. Вот тебе, кузнечик. Но смотри на светофор, он сказал мне строго. Не гоняй, как метеор. Вежлив будь с дорогой. Отлично. Вот я вижу, что вы пишете в чате ваши вопросы. Очень хорошо. Если можно вот еще включать звук, если кто-то может напрямую, да, спросить. А так, пока мы читаем в чате. Всем добрый день. Все так узнаваемо. Наше детство. До сих пор чай ложечкой размешивать предлагаем в другую сторону. Если сахар забыли положить. То есть, да, мотивы. Как давно начали писать стихи и как это получилось? Ну, наверное, до армии еще. До армии, да? Ну, как обычно, любовь, морковь. Первые стихи такие всегда бывают. Какие-то чувства. Хочется на бумагу выложить. Тогда еще бумага была. Сейчас мы в телефонах, еще где-то, как в этих ноутбуках, в компьютерах записываем. А раньше на бумагу писали. Вот. Но я говорю, вот где-то, да. А показывали кому-то вот эти стихи, чтобы оценили? А когда вот кому решились показать? Потому что вот я уже показала вам, да, книга «Росная тишь» вышла. Как она вообще? Как вы... Кто подсказал? Кто помог с изданием? С изданием. И вообще, как вы объясните вот это название «Росная тишь»? Ну, это очень простое название. Тишь. Роса и тишь. Вот. А что касается, кто помог, я уже даже и не помню. Союз писателей, наверное, помог. То есть они заметили вас, то, что вы где-то появились. Потому что, вот, например, я, ну, сколько вот, получается, мы когда вот первый раз на мероприятии увиделись, да, встретились, вот тогда только я узнала, что вот есть такой Александр Герасименко. А вот как они узнали о вас? Где-то вы печатались, либо, может быть, тоже на литературных вечерах? Мне помогла одна женщина. Я выкладывал свои стихи у себя в ВКонтакте, на странице. И она сказала, что вам надо идти дальше. Я попросила, вернее, попросила, а мне дала телефоны, по-моему, Андрея Гелича Попова. Я сам позвонил. Вот. И потом все пошло. И теперь на ЛИТО вы, да, ходите, получается, при Союзе писателей. ЛИТО есть... Когда есть возможность, схожу, потому что я живу уже в Затоне, и работал до 5, а там чуть не успеваю. Бывало, ходил, да. При Союзе писателей 2 ЛИТО существует. Для тех, кто пишет на каком языке, Елена Евгеньевна Афанасьева ведет, и для тех, кто пишет на русском языке, Андрей Гелич Попов. И вот как-то мы тоже встретились, получается, на одном из семинаров, общероссийском, и там тоже хвалили наши кураторы, те, кто вел мастер-класс, мы в одной группе попали, и даже по итогам вот этого совещания было решено то, что должен выйти сборник, большой сборник, потому что я спрашиваю у Александра, Александр спрашивает, сколько мне стихотворений взять с собой, у меня, говорит, часа на 3 хватит. Вот, кстати, по времени, если мы вдруг прервемся, да, резко, то выключится, если у нас трансляция, то мы просто вернемся.
А так мы... Ну, это по желанию, может быть, не захотят слушать. До 3 часов я говорю мы, конечно, не будем растягивать, но вот эту книжку хочется, да, когда-то вот уже держать в руках. Александр мне сказал, я спросила, он говорит, немножечко пока вот с этой пандемией и так далее, немножечко все отложилось, но так вот это вот решение есть, то, что вот когда-то в ближайшем будущем выйдет книга. Так, сейчас я еще прочитаю вопросы, тут пришли вопросы. Так, это ваш первый сборник? Спрашивают. Да, это первый мой сборник. Он вышел, по-моему, в 2016 или 2018 году. В 2018 году, да. Ага. Откуда вы родом? Еще, наверное, это те, кто попозже подключился к нам? Село Доть, не доезжая к Арткироса 14 километров, получается. Угу. Планируете ли вы получать литературное образование? Ну, да нет, уже, наверное, что нет. Мне уже на будущий год 50 лет, уже некогда мне. Может, наоборот? Не знаю, я не планирую, если честно. Так, запись будет, да, запись мы ведем. Как ваше отчество? Вячеславович. Вячеславович, да, Александр Вячеславович. Так, у вас хобби фотографировать. Я часто вижу, что новые фотографии, такие они тоже вдохновляют, и даже по мотивам этих фотографий рождаются стихи. Вообще, это для вас хобби, ну, как вы пришли к фотографии? Вот именно потому, что я поняла, что вы целенаправленно, да, ищете хорошие кадры, то есть вот это вот такое вот серьезное увлечение. На самом деле, таких кадров я особых не ищу, я просто иду, допустим, с рыбалки или с леса, вижу какую-то красивую картинку, ну, я представляю просто, как она будет выглядеть, и по пути фотографирую. Сейчас, благо, есть в каждом телефоне фотоаппараты. Ну, значит, вы все равно подыскиваете, если вы... Нет, конечно, не будешь фотографировать бетонные стены, мне интересно, а вот то, что красивое что-то, то, что мне в душу ложится, да. Кто вы по профессии, спрашивают, тоже, наверное, подключились позже. Я работаю газоэлектросварщиком. А там знают, что вы пишете стихи на работе? Ну, наверное, знают, да, знают. Как относятся? Ну, наверное, это, не знаю, как относятся. Люди разные, но в основном-то сейчас смотрю на стихи не в почете особенно. Ну, то есть не все знают, вот в литературных кругах в основном. И вот профессия библиотекарь в школе, да, вы имеете, это имеете в виду, да? То, что на площадь не выходим, пока не читаем, да? Откуда вы берете темы для своих стихов, спрашивают? Ну, не знаю. Вот, например, для детей, как у вас они получились, вот для детей стихи? Ну, для детей я специально начал писать именно вот то, что был у нас конкурс на Доме сайтов. Там надо было для детских стихи написать. Вот я там начал стихи там писать, и на этом конкурсе я занял первое место. Ого! Ну, вот так вот. Да, сейчас я редко пишу. На самом деле мне больше нравится что-то такое про природу, там, ну, взрослые стихи писать. Да. Давайте, я думаю, еще почитаем стихи. Вот. В связи с тем, что у нас сейчас пандемия, у меня, когда началась это карантин, на карантин, по-моему, на неделю только, сказали, что неделю будет. Да, да. Тогда стихотворение такое родилось. Завтра презентация апреля. Ласковые выдались деньки. На бок птицам, ну а мы неделю будем от природы далеки. Лимонадом льет в окошко солнце, ухмыляясь в вешних небесах. Ладно бы неделю, но сдается мне, что дольше жить вам в кандалах. Роет вирус братскую могилу, но засохнет глина на кайле. Господи, прости всех нас, помилуй за деяния наши на земле. Вот. Когда я лежал в больнице, я видел воробушка сидел на березе, и он так как-то, наш это, то ли замерз, то ли что, и мне пришло такое стихотворение. Серым камешком на ветке воробей, словно умер, не летается ему. Мог купаться в теплых лужах площадей, мог клевать на старом рынке шаурму, но потухла воробьиная душа. Глаз не радуется солнечным лучам, почти не бьется сердце крепыша.
заскучал по черным искренним очам. Перья с кровью ветер носит за рекой, не вернулась из полета в Березняк. Говорят друзья, не кисни, Бог с тобой, есть другие, позабудь ее, чудак. И чирикают они вокруг, вернись, рано это заживет, лети скорей, к той свободе, что зовется гордо ввысь. Помни то, что ты, крылатый воробей. Но другие мчатся к лужам площадей и клюют другие пиццу и бигмак. Серым камушком на ветке воробей. От потери не оправиться никак. Мгм. Тут у нас еще вопрос пришел. Откуда вы... Ой, это можно читать. Немного о семье, если можно. Ну, если можно, да. Можно. Я женат, у меня 2 детей и почти уже 3 года внук. Мгм. Внуку даже, да? Почти уже 3 Мгм. года, отлично. У вас тяжелая работа. Когда успеваете заниматься творчеством? Ну, у нас, как обычно, у творческих людей ночь напролет можно заниматься творчеством. Но иногда, конечно, днем получается. Мгм. Семья поддерживает ваше творчество? Ну, по крайней мере, не против. Я вот тоже с этой поездки, вот этот вопрос пришел, и я вот немножечко дополню Александра. Вот когда мы ездили, получается, в Трехозерку, да, там поддержать, Александр должен был выступить на юбилее библиотеки. И его поддержать поехала почти что вся семья, да, там мама, сестра, племянница, и вот это вот... Мне вот этот, ну, как поступок, да, очень по душе пришелся, то есть это точно они поддерживают. У нас заканчивается время. Так, через 10 минут, да, заканчивается время, но я думаю, мы успеем, вопросы пока мы успеваем зачитывать. Давайте еще немножко почитаем стихи. На лавке кот, под лавкой пес, а на крылечке дед столетний. Сминая пачку папирос, на ус мотает бабки сплетни. То разошлась на 5 томов Мюнхгаузен в платке и юбке. Василий наш разводит львов, застряла Любка в мясорубке. У Тимофея новый дом, весь из подводочных бутылок. Кита поймали под мостом, Серега с Ванькой на обмылок. А в животе кита завод по производству самогона. Так травит байки круглый год, старуха в уши компаньона. А он и ухом не ведет. Но скучно бить без фантазий этих. Под лавкой пес, на лавке кот, а на крыльце седые дети. Да, жизненно седые дети. Ага. Еще одно. Ни дня без волокордина. Вся выцвела, погляди, как крест на могиле сына, как крест на ее груди, как листья калины в осень, упавшие во дворе. Куда ее память носит? Погибшей в войну сестре? А может, к любви далекой, средь пышущих клеверов? А может, к судьбе жестокой, в потоке лихих ветров? Способна ли душа томиться? Способна ли верить в свет? Способна. Душа как птица, которой преграды нет. Вот есть еще у меня много стихов на военную тему. Одно из них сейчас почитаю. С Богом в бой, из боя к Богу, примут небо васильки. Скоро и выдалась дорога всем надеждам вопреки. В прошлом стынь сырых окопов, в бывшем свист свинцовых ос, позади сердечный топот, в пору плачущих берез. Далеко мой тихий север, деревянная изба, на лугах гвоздика, клевер, в речке лещ, налим, чебак. Там закаты красногруды и озера бирюза, там лазурь и изумруды, северяночек глаза. С Богом в бой, громи их, братцы, смерти скорой вопреки. За озера стоит драться, и за клевер у реки. Угу. Тут на тему спрашивают, сами где вы служили? Служил я в Казахстане на Байконуре, там, где запускали корабли в космос. Отлично. А живете в селе Дочь? Нет, я живу сейчас в Затоне, Краснозатонский поселок. А до этого еще жил в Максаковке полжизни. Получается, я в Додзе никогда не жил, я только родился. И переехали. Ну, семья переехала. Угу. Были ли в вашем роду поэты? Я узнал чуть позже, что в Додзе есть такой Потапов Егор. Он, оказывается, мой родственник. Да. Отлично, отлично. Так.
Ага. Пока я вопросов не вижу. Коллеги, может быть, кто-то хочет подключиться и спросить вот, как вживую, да? Правда, тут тоже не получается вживую, но может кто-то хочет подключиться. У нас еще немножечко есть времени. Так, помните ли вы свои первые стихи? Почитайте что-нибудь. Вот есть ли в книжке или Нет, нет, тут да? первых стихов нет. Ну, Одно из первых. одно из первых. Ну, вот одно из первых, наверное, где-то. Ну, давайте вот это почитаем. Угу. Называется «Лирическое под балконом». Твой нежный облик, ясный взгляд тревожит душу постоянно. Ты ворвалась в мой мир нежданно, как песня птицы в зимний сад. Мой яркий свет в кромешной тьме. Лечу к тебе, как мотылечек. Но урони же свой платочек, утонем в страсти в глубине. Я подарю тебе крыло, одно из двух, что сам имею. Любовным пылом отогрею, и в сердце поселю тепло. Я напишу тебе стихи и пропою их под гитару. Хочу с тобой встретить старость, пройдя все тягости стихий. Прошу взаимностью ответь, не дам в обиду никогда я, и будешь ты в объятиях мая прекрасной розой гореть. И каждый яркий лепесток и стебель с острыми шипами осыплю я любви дарами. Мой слово страсти — исток. Отлично. Зачитаю еще последние вопросы, потому что время у нас заканчивается. Будете ли вы еще выпускать сборник? Да, Союз писателей планирует, потому что у нас было решение Всероссийского совещания о сборнике. Можно ли как-то приобрести? Но пока, наверное, мы этого не можем сказать, да? На самом деле сборник-то уже готов, он отредактирован, да, текст все, он просто есть, просто осталось его да, напечатать. Издать, получается, да, издать. И как это дальше? Ну, в библиотеке в любом случае разойдется, а дальше купить, и это пока вот мы не можем ответить. На гитаре играете? Я всю жизнь хотел научиться на гитаре, но я немножко умею, учился, но у меня руки какие-то деревянные, так толком не научился. Ну, желание, если есть, значит, мы... Нет, ну просто и времени не хватает, это надо учиться. Отлично. Не так просто в таком возрасте, это надо было с детства, ну, с молодости. Нет, я считаю, что можно научиться в любом возрасте. Ну, возможно. Так что желаем вам исполнения всех желаний, да, тавтология получилась. Большое вам спасибо, все, кто подключился. Поздравляем вас с праздником. Вот мы объявили, получается, это у нас в рамках Куратовского дня, Куратовский праздник поэзии. Вот это была встреча в Zoom. А так у нас еще выйдут ролики в группе «Маршаковка». Поэтому следите за новостями. Большое вам всем спасибо. Большое спасибо, Александр, что пришли сегодня и порадовали нас стихами. Спасибо, что пришли, послушали то, что я пишу. Отлично. До свидания всем. Благодаря. Большое спасибо за встречу с человеком-поэтом. Спасибо. Спасибо большое. Мне очень понравились такие стихи, нежные, лирические, и очень... так сказать, ну, обыденные, что ли, с одной точки зрения, то есть ты узнаешь свою жизнь, то есть ничего такого надуманного какого-то нет, да, узнаешь себя, свое детство, окружающих, вообще здорово, мне понравилось, спасибо большое. Спасибо. Спасибо за добрые слова. До свидания. До свидания. До свидания. Так, мы выключаемся. Юмористические стихи особенно хороши, стихи очень родные. Спасибо, спасибо за добрые слова. Так. Завершить, да? Завершить. Завершить конференцию для...